Дети – будущее страны, и, конечно же, заботиться о здоровье подрастающего поколения нужно с детства. Ведь то, что входит в рацион питания малышей, отражается на здоровье ребенка в будущем. По словам специалистов, именно в дошкольные годы появляются и развиваются болезни пищеварительной и нервной системы, сердечная недостаточность, избыточный вес и другие заболевания. И, как говорят специалисты, в первую очередь это связано с неправильным питанием. В связи с этим в детских садах Сухума было разработано новое меню, в котором основные изменения касались завтрака. Из рациона частично было исключено молоко. По утрам в разные дни растущему организму предлагали кашу на воде с сухофруктами, вареное яйцо с огурцом, а 3 раза в неделю белый хлеб заменяли кукурузным. Такое меню обуславливалось тем, что завтрак должен содержать нужное количество калорий и витаминов для растущего организма. Пробное меню было введено всего лишь на неделю, для того, чтобы узнать, как малыши воспримут такое нововведение. По словам заведующей детским садом «Улыбка» Альдуны Амичева, вопрос здорового питания актуален в любом возрасте. И, конечно, малышей надо приучать к здоровой пище с раннего детства. Я бы не сказала, что дети совсем отказались от новой еды. Яйцо с огурцом они с удовольствием поели, омлет с горошком они безупречно поели. И кашу насыщенную с фруктами и ягодами есть кто поел, кто не поел. Сейчас все идеально не бывает, и в обычных случаях мы имеем отходы в виде каши, но там почему-то мы не паникуем. Мы все едины в одном мнении, что детям по утрам необходима здоровая пища. Если говорить о привычках, конечно, они так быстро не привыкнут к новой каше, а они-то быстро привыкают к чипсам, к бургерам. Это что же не наша пища? Это же надо развивать рецепторы. Сегодня они не примут, завтра примут. Но мы на то и есть, чтобы их учить, чтобы развивать в них эти рецепторы, чтобы отходить от этой вредной пищи, от излишнего сахара, от искусственного молока. Решение изменить меню детских садов Сухума было принято не сразу. Этот вопрос долго обсуждался представителями столичного управления образования со специалистами в области питания. Основной акцент был сделан на уменьшении употребления сахара, который пагубно влияет на здоровье. Заведующая детским садом Амра Тамара Скидина также отмечает важность правильного подхода к питанию малышей. Что касается вопроса питания, то, конечно, здесь нужно подойти со всех сторон более грамотно. В действительности мы работаем по тем стандартам, которые разработаны Российской Федерацией, и используем их меню раскладки, где выделяются и химические составы, и калорийность, и все, набор продуктов, и то, что предусмотрено ребенку, его норма на каждый день питания. Мы, взрослые, много узнали нового, понимаете? Потому что необходимо провести огромную просветительскую работу среди населения, среди родителей, показать, что интересного мы можем придать детям, но самое главное, чтобы эта пища была сбалансированной, чтобы она была здоровой, чтобы дети полностью могли получить пищу и по химическому составу, по калорийности, по витаминам, то, что необходимо, и чтобы она была усвояема детьми. В конце так называемой пробной недели представители отдела образования города Сухум по вопросу внесения изменений в меню дошкольных учреждений провели собрание с участием специалистов, врачей-диетологов. По словам Людмилы Адлиба, все едины во мнении, что предложенное меню полезно. Теперь, чтобы официально внести новое меню во всех дошкольных учреждениях Абхазии, необходимо, чтобы его одобрили в санэпидинстанции. Кугуца Вардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.